Крымско-татарская группа «Шатур-Гудур» дебютировала в Киеве. Они играют в стиле этно-панк-рок и поют исключительно на крымско-татарском языке. На концерте побывала наша журналистка Эльвина Сидбулаева. В зале музыкального клуба «Диван» негде встать. «Шатур-Гудур» собрал на свой первый концерт едва ли не всю крымско-татарскую молодежь Киева. Уралдағы, Айшем, Учмада Карха – народные песни, которые поют в каждой семье. Шатур-Гудур не испортил народные мелодии, а напротив, фольклорные мотивы зазвучали по-новому. Еще с момента основания группы музыканты уделяли внимание социальным темам. Депортация, возвращение и обустройство крымских татар – главная тема собственных песен Шатура. А тематика их, конечно, в первую очередь социальная и личная. Это о проблемах крымских татар, естественно, о внутренних проблемах, не только при влиянии внешних факторов, которые происходят. Среди 18 композиций только одна о любви. Ее автор – самый молодой участник и солист группы Муслим. Больше любви в нашем творчестве нет. Шатур-Гудур означает шум, гам, дым столбом. Группа получила широкую известность после премьеры песни на радио Мейдан ФМ и выхода клипа на АТР еще в дооккупационном Крыму. Я приехал со Львова, я специально сегодня приехал на Шатур-Гудур. Для меня это очень важно, что в столице Украины звучала крымско-татарская речь, песни на крымско-татарском языке. Я был очень заражен атмосферой, мне очень понравилось. Ой, здорово было, вообще классно, на татарском. Феерично вообще, безумно круто. Мне понравилась атмосфера сама. Никогда не было такой группы, мы не слышали. Я очень довольна, что я узнала о ней. В ближайшее время Шатур-Гудур выступит во Львове и в Польше на фестивале «Джаз на Ондрии» во Вроцлаве. Эльвина Сидбулаева, Эдем Ситаров и Ислам Пинка. Заман, АТР.